27 апреля в Государственном концертном зале Башкортостан состоялся фестиваль памяти Героя труда России Иосифа Кобзона. Я очень рада, что руководство республики Башкирии вышло на контакт и согласились и приняли огромное участие в этой выставке, в этом концерте. В рамках этого фестиваля в Уфе прошли мастер-классы талантливых артистов Ларисы Долиной, Анны Шатиловой, Даниила Спиваковского и Марины Девятовой. Ни в коем случае не надо забывать о своих корнях. Ни в коем случае нельзя забывать о своих традициях своего народа. И культура, она начинается не в учебном заведении, культура начинается в семье. Понимаете, поэтому то, что наши дети, вот я мама, у меня дочке 4 годика, я прекрасно понимаю, что она ходит в сад, там она слышит тоже совсем, может быть, возможно, не то, что мне хотелось бы. Но в доме у меня, да, в силу того, что я исполнительница народной песни, в моем доме звучит эта музыка, и поэтому для нее это не является чем-то неформатным. Вот я считаю, что мы очень много и часто говорим, да, о детях, о молодежи. Все начинается в семье. И не количество лайков в Инстаграм, не вот это вот сумасшествие с ТикТоком говорит о том, чем ребенок должен заниматься и что является хорошо, а что является плохо. Поэтому я очень рада тому, что этот дом культуры сегодня объединяет и профессионалов, и молодых ребят. И для них это очень важно получить такой настоящий мастер-класс от людей, которые с таким огромным опытом и желанием занимаются долгие годы именно своим любимым делом. Поэтому я хочу поблагодарить от всей души всех организаторов за то, что вот у меня сегодня, для меня это огромная честь принимать участие в этом фестивале. Мастер-класс исполнительницы народных песен Марины Девятовой состоялся 28 апреля в Малом зале Государственного концертного зала Башкортостан. На мастер-классе присутствовали преподаватели, вокалисты и учащиеся не только из Уфы, но и из других городов Республики Башкортостан. Эта творческая встреча отличалась добротой и душевной атмосферой. Марина Девятова рассказала о большой роли ее отца, известного исполнителя народных песен Владимира Девятова, в становлении ее музыкальных вкусов. Также она говорила о своей педагогической работе и, конечно же, исполнительской деятельности. Татарская народная песня, мариэльская народная песня, башкирская, не знаю, любая народность – это достояние. Я не знаю ни одного педагога, который был настолько бы профессионален на сцене, как и в классе. Присутствующие в зале начинающие вокалисты исполнили песни из репертуара Марины Девятовой, а она, в свою очередь, дала им ценные рекомендации по исполнению.
что вы хотели узнать? Она прекрасна. Что-то новое. Спасибо. Она прекрасна. Знаете, какая проверка? Это мурашки. Вот, ну, как бы, послушайте, это правда. Умело пользуетесь, и это здорово. То есть вы как бы, ну, я не знаю, если попробовать что-то фолковое, прям какое-нибудь такое зычное спеть. Да, ох, ты, Ваня. Стоп. А спойте это на поле. Да, ох, ты, Ваня. Да, ох, ты, Ваня. Да, ох, ты, Ваня. Видите, меня слышно и так, и так. Но я тут сняла сатура, а здесь на ней пою. Да, ты, Ваня. У меня нет вот этой красивой нумизматики, но я просто понимаю, что вы не включаете здесь дыхание. А спойте на опоре. Да, ты, Ваня. Так. Али разудаула я. Голову вниз. Ой, голова твоя. В завершении мастер-класса все присутствующие исполнили на сцене песню «Люба, братцы, Люба», что стало яркой финальной точкой мероприятия. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить, а первая пуля, первая пуля, братцы, ранила коня, а вторая пуля, в сердце ранила меня. Много чего, понимаете, в том числе.